детей и женщин Кыргызстана. Кластерное обследование по многим показателям проводилось в 2023 году. Глобальная проблема была разработана ЮНИСЕФ еще в 1990-х годах. Она основывалась на сборе данных о широком спектре показателей положения детей и женщин в той или иной стране. Данный тест позволяет дать оценку общему положению женщин и детей в республике и поставить дальнейшие планы некоторых структур. Сбора данных мы проводим такие мероприятия, как обследование КОМ. Мероприятие посетил заместитель председателя Кабинета министров Идиль Байсалов. В своем выступлении он отметил, что на сегодняшний день в Кыргызстане наблюдается реальный рост уровня жизни населения, отражающийся в росте доходов, потребления и сбережений. Они показывают значительный прогресс во многих реальных домохозяйствах, то есть в реальных семьях. Ситуация, где семья, где дети, где мать. И вопрос не только повышения доходов, повышения социальных выплат, повышения трудовых доходов. Это также улучшение доступа к государственным услугам, медицина, здравоохранение. Люди чувствуют себя лучше в нашей стране. Но это, конечно, не повод для самоуспокоения, для какой-то эйфории. Это для нас вдохновляет на дальнейшую напряженную работу под руководством избранного президента, чтобы улучшать жизнь всего нашего населения, прежде всего детей. О важности данного исследования упомянула и нардеп Венера Раимбачаева. По ее словам, данное тестирование проходит в Кыргызстане не первый год, и его результаты помогают анализировать жизненные условия женщин и детей в стране. Эти исследования являются уникальными, поэтому для нас очень важно знать, понять, услышать, увидеть, где у нас есть прогресс, а где мы должны работать. Но также очень важно выяснить, в каких областях нам удалось улучшить ситуацию по сравнению с показателями предыдущего исследования, это 2018 года, а где нам предстоит еще всем вместе поработать. Презентованные исследования помогают фокусироваться на проблемах женщин и детей в стране. В частности, они представляют данные, которые часто забываются. Об этом рассказала постоянный координатор ООН в Кыргызстане Кристиан Антье. Мы очень горды тем, что смогли стать партнерами Национального статистического комитета здесь, в Кыргызстане, и работать вместе с ними над таким большим проектом. Недавно в отчете ЦУР Кыргызстан достигал медленного, но стабильного прогресса. Если смотреть на сегодняшнее кластерное обследование, то вы сможете также и дальше укрепить эту базу данных для того, чтобы принимать информированные решения со стороны правительства. Поэтому я очень горда тем, что мы смогли совместно поработать с вами. В рамках обследования Национальный статистический комитет Кыргызской республики опросил 7200 домохозяев по всему Кыргызстану по 185 показателям, связанных со здравоохранением, образованием и социальной защитой женщин и детей. Малик Аюпов, Бигзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.